Дорогие друзья, сегодня мы покажем новый мастер-класс. Айталина Ивановна Алексеева познакомит нас с техникой нанесения узоров на какое-то изделие. В данном случае мы сегодня берем сумочку. Ну что ж, Айталина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Как мы все это будем делать, с помощью чего и как вообще называется эта техника? Техника называется нанесение штампиков, нанесение рисунков на ткани. В данном случае мы будем делать штампики из картошки. Картошкой сначала моем, потом очищаем, чтобы было сухо и чтобы чисто было, тряпочкой протираем, потом разрезаем на две половинки. Вот так вот разрезаем и делаем тут штампик. Мы будем делать на экологическую тему, у нас будут штампики листьев. И сразу же начинаем тут рисовать форму листика. Ну, в принципе, можно нарисовать любой рисунок, ну, можно и листик. Ну, то есть, что вы умеете рисовать, можно, в общем-то, то и нанести. Да, все зависит от мастерства мастера, который берется за эту технику. Какой рисунок хотим мы использовать. Прям на картошке мы рисуем. Прям ручкой. Можно ручкой, можно карандашом. А можно острым каким-то предметом, можно, да? Да, можно. И потом уже разрезаем ножиком. Где-то, мы же штампик делаем, где-то глубина должно быть миллиметров, ну, 3-5 миллиметров. Ну, не сильно глубоко, где-то до полсантиметра это максимум. Да, вот так вот разрезаем по форме, как мы Да, нарисовали. как вы интересно картошку-то используете. Я думала только в суп, а оказывается. Можно и так. И убираем вот то, что мы нарисовали. Сейчас вырезаем, и у нас там получается наш рисунок. Листочек получается. Опять-таки, вот эта технология, она достаточно проста, да, то есть с ней может справиться любой абсолютно, да? Так, и убираем, ну, чтобы тут убираем вот лишнее, да, лишнее, и оставляем картошку только и то, что внутри, то, что мы нарисовали, я поняла, должно остаться. Да. Остаться должен выпуклый рисунок. Да, выпуклый рисунок остается. Вот, убираем. Вот. Ух ты! И можно подправить, если там что-то. А можно использовать яблоко, например? Можно использовать и яблоко, да. Ну, еще что у нас такое вот? Редька, да? Да. Ну, чтобы она примерно вот похожая по структуре. по структуре. Твердая должна. И внутри можно сделать вот линии, ну, как у листочка. И точно так же все это повырезать. Да. Линию делаем. Главное, чтобы был нож очень острый. Да. Какой-то предмет, ну или ручка, допустим, ну что-то остренькое, остренькое. И потом уже это вырезаем по линии. Ну, конечно, соблюдая технику безопасности, да? Ну, допустим, если это вы делаете с ребенком. Ножик должен быть достаточно острым, да? Да. А вы давно освоили эту технику? Ну, мы детям учим такие техники. Ну, то есть вы сами сначала их где-то ведь узнаете об этом? У меня не очень-то получилось сейчас. Попробуем еще. Так вот. Но вас увидят ваши ученики и скажут, вот, наша учительница тоже иногда ошибается, ничего страшного. Так, и линии сейчас.
Ну, то есть ножик должен быть действительно очень острым, да, вот в этом случае, чтобы тоненько-тоненько, Да, допустим, да. вот эти листочки Делать у нас листочки. получились изящными. А вообще изящность какая-то, грациозность, она присуща вот этому, Да. ну, вот этой технике? Можно сделать любой рисунок. Но опять-таки это Хорошенько, нужно наловчиться, да, и запастись картофелем. Пробовать надо. Мгм. Айталина Ивановна, в общем, нож должен быть обязательно остреньким, Да, вот. чтобы наши вот эти выпуклые части, ну, показать выпуклость этого рисунка. В смысле, вот листик мы же делаем как бы, он же с прожилочками, да? Да. Вот. И можно, если ножик острый, то можно и почаще сделать вот такие прожилочки, да? Чуть-чуть. Айталина Ивановна, ну то есть вот смотрите, вы вырезали очень красиво так. А могу я, можно попробовать? Да, можно что Можно, попробовать. да? То есть я, допустим, вот сейчас, на новой, да, какой-то? Ага, на допустим, новой вот. можете Ну, попробовать. допустим, ой, у меня такая фантазия вообще. Давайте кругляшок какой-нибудь. Сердечко. Давайте, сердечко. Ой, сердечко это сложно для меня. Так, вот примерно, ну, как листочек получается, да? Ну, То может, есть вот, листочек. допустим, вот. Березы, да? Угу. Вот, сердечко. Так, ну вот я не знаю, теперь смогу ли я, Острый. допустим, остреньким таким вот. 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 Ну, криво-косо, но что-то у меня, наверное, получится все-таки. Сегодня я куплю килограмм картошки. И каждым разом все лучше и Да, лучше и буду будет. вырезать сердечки. Так, и теперь мы берем вот здесь, отступаем сколько сантиметров, ну где-то тоже 3 миллиметра, да? 3 миллиметра. Ой, вот Это этим, с да? этим. Ага. Ну, у вас такой ножик интересный. Так, в общем, я скажу, что техника такая очень интересная. Но я, видимо, не глубоко как-то Ага, еще зашла. раз можно. То есть нужно вот прям вот остро-остро вот. И как-то вот... Здесь важно, чтобы, допустим, ну, как сказать, непрерывно вот так вот вырезать. Это важно, да? Да. Вот так, да? Ну, у меня получилось... Вот, отвалилось. Вот. Ох. Ну, И там в общем, внутри тоже можете там что-то сделать. у меня получилось яблоко, пусть будет Ага, яблоко. ну, В пусть общем, я будет хотела яблоко. сердечко, но получилось яблоко. Ну ничего. Вот это вот в первый раз я вот пробую. Так, дальше что мы Так, делаем? теперь мы наносим краску. Так, Прям на картошку? прямо на картошку. Она должна быть сухая, тряпочкой надо хорошенько протереть. То есть постоянно выделяется крахмал. Да, Ну, да, мы все да, знаем, чтоб- это картошка же. Это и сразу можно нанести. Ну, чтобы ярко было, давайте красный цвет возьмем. У нас будет осенний листочек. Да. Тема На дворе у нас экологическая. январь, На но в пас- душе у нас октябрь или сентябрь. Берем красный цвет. Краски должны быть вот по ткани. Специально такие краски продаются в магазинах. Насколько они И дорогие? там- не, они дорогие. И там прямо на этом написано по ткани краски. И уже Акриловые, да? акриловые краски. Обязательно акриловые. Да, по ткани называется. И давайте попробуем. Этот губкой. Так. И наносим сюда, прямо на штампик наш. Ух ты! И можно попробовать сначала на бумаге. Ага, Что у какой нас вот, получится? Да. О, как красиво. Получился. Давайте я попробую со своим Давайте. яблоком. Я чем должна, А допустим... какой цвет Ну, будет? красный пусть будет. Будет красный, да? Да, И вот яблочко. это тоже берем. И губкой надо. То есть губка, я опускаю губку, да, и тоже промокаю свой штампик. Да. Ну, у меня вот как-то так.
Так, попробуем. Попробуем Тоже на сначала бумаге, вы сказали? На бумаге. Вот, яблочко. Так. Сейчас можно попробовать уже на ткани. Ага. Как будет. Ну, такой, этого же краску. У меня ошибка, видите, я не вытерла, и она у меня много влаги. Надо вытирать обязательно, чтобы... И она А можно будет тогда салфеточкой? прямо на этом будет... На ткани, если не вытирать, то... То есть разводы будут? Да, вот, и разводы будет не будут. очень красиво. И выбираем. Вот. И у нас получился вот красивый такой вот лепесточек, да? Листочек. Так, попробуем. В общем, опять я убрала лишнюю влагу. На этот раз сейчас попробуйте. Тут. И Сейчас прямо вот посмотрим. сюда. Вот, яблочко получилось. Ну, ну, как бы да, если включить фантазию прям Да. максимально, то Можно да. вот использовать разные цвета. Вот, например, тут. Ух ты, как Такие. красиво. И то есть вот тоже вот такие вот листочки получились у вас, вот благодаря вот с помощью таких штампиков, Штампиков. Вот тут тоже. А тут более крупная, да, получилось? Да, картошка Тоже более картошка. крупная, да. Крупная, и рисунки тоже получились. Можно разные штампики там делать. Вот здесь И вот у нас все добавить. листочки. Ага. Здесь у нас получилось вот тоже листочки. Ну вот такой вот у нас красивый такой осенний И мотив. такими рисунками можно украсить любое изделие. И Ну, вот какое такой вот, допустим, ну как тоже какие-то веточки. И можно украсить абсолютно любую одежду. Да. А вот смотрите, вот здесь у вас платьице, оно тоже использована такая же техника, да? И техника еще сверху использована какая? Синиль еще использована. А вот эта краска, допустим, при стирке, она не... Нет, она по ткани, при бережной стирке, она не так сохраняется. Нужно Бережная подождать, стирка, это имеется в виду что? Это нужно руками можно, ручная стирка, да? И можно стирать. Ага. А так-то после того, как сделали рисунок, надо подождать 24 часа, потом проутюжить через Влажную ткань, тряпочку, да? И все. Там все уже... Отпечатается уже все, и никак абсолютно не... Ага. Что можно использовать, в смысле, вот эти штампики и вот, ну, вот эти акриловые краски, они подойдут под любую ткань или все-таки там какие-то есть ограничения? Да, так-то подходят под любую ткань, но мы используем в основном, работаем с детьми же, поэтому мы в основном работаем натуральными тканями. А так можно, наверное, на любую ткань. Ну, допустим, вот у вас сейчас сумочка, да, мы попробуем листиками украсить, да, вот ее эту вот своими? сумочку мы сегодня будем украшать этими листьями. Обязательно. Листьями, а вы можете, вот, допустим, вот у нас был красненький листочек, мы будем все время красненький использовать. Нет, можно То есть использовать можно другие. стереть и сверху нанести другую краску, да? Да. Мы будем так же делать. Обязательно нужно подложить под картонку, чтобы у нас краска не заморалась. Не заморала, Не да? заморала вот внутреннюю часть. Поэтому обязательно сюда кладем картон плотный, да? И можно уже тут сделать рисунки. А Какие долго мы хотим. сохнет ткань? Ну, в смысле, краска вот эта. Так краска недолго, быстро высыхает, но чтобы окончательно, чтобы убедиться, чтобы она 24 часа, наверное, подходит. И потом можно проутюжить, и все можно использовать. Можно стирать, можно использовать. Айталина Ивановна, вот с помощью вот этих штампиков мы сейчас будем украшать наш шопер, да? Нашу сумочку, с которой можно сходить в магазин куда-то за покупками, и она будет носить чисто именно вот это наша сумочка, да? Да. Потому что узоры, рисунок, можно мало того, что ее шить самим, она легко, в общем-то, выполняется, да? Но и украсить вот с помощью вот таких штампиков. Но мы выяснили, что краску можно стирать. Чем мы стираем? Так, можно влажной тряпочкой протереть. Вот. Ну или салфеточкой, да? Салфеточкой, тряпочкой. И уже можно
сухой обязательно. Сухой тряпочкой. Делаем, потому что сухая должна быть. Да, и картофель, он тоже выделяет влагу, эту всю влагу Поэтому нужно убрать. влагу надо убирать. Ага. Потом уже берем, ну давайте желтый можем взять. Желтый цвет. Можно смешивать краски. А вообще кисточкой там тоже ведь можно рисовать, да? Можно. На свои, просто без штампиков. Да, То есть дополнительно какие-то узоры нанести. Можно. Так, и С помощью губочки наносим на картофель. И у нас листики. Значит, у нас композиция будет называться как ну, листики будут просто. «Осенний денек». Да. Вот так. По всему вот тут у нас везде вот так вот будут листики. Ну, можно сделать несколько листиков. А одним более цветом. насыщенный какой-то цвет, допустим, ведь можно тоже еще и смешать с чем-то, да? Да. Смешать можно. Сейчас давайте же. А вот эта краска, наверное, картофель, он впитывает в себя эту краску, да? Много, нет? Ну, впитывает, наверное. Если протереть тряпочкой, то она уходит. В общем, в разные... Нет, я имею в виду, вот если расход краски, вот у меня вот этот вопрос волнует. не очень. То есть, допустим, Не очень. разориться можно на этих красках? Нет, мало, много красок не будет. Ну, штампики можно ведь сделать и из дерева, да, вырезать, Да, если есть. То есть, в принципе, смысл таков. А есть еще ластик. Вот, кстати, я вот подумала. Да, можно. На ластике тоже ведь можно, да? Да, можно. Вот, чем мы стираем, карандашом рисуем, когда, вот, ластиком тоже можно Можно. сделать какие-то узоры и вырезать. Но это будет довольно-таки трудно, наверное, если это ластик брать, да? Да, Потому что это же резина прессованная и довольно тяжело. Ну, в данном случае картофель прекрасно справляется. Ну, то есть очень просто сделать, да, какой-то штампик. Вот эта вот техника так и называется, то есть нанесение узора с помощью штампа. Да. Так. Сейчас мы попробуем зеленый еще. Сюда же. Можно свои книги, наверное, точно так же сделать, какую-то печать, да, такую фамильную на свои книги. Ну, я не знаю, сейчас книги вообще у людей как бы актуально, не актуально. Ну, наверняка, потому что все ведь в гаджетах, все читают электронные книги. Но дома наверняка есть какие-то книги, можно со своими детьми, в общем-то, взять всю свою библиотеку, проштамповать своим оригинальным фамильным штампом. Да, можно. Вот мы смешали и зеленый, и желтым. желтый. И у нас получилось вот такой вот, как бы, Светлый, да, такой, зеленый, зеленый. теплый. Да. То есть мы в наш осенний денек привнесли Немножко кусочек лета. Да. Так, сейчас мы будем делать оранжевые цвета. Ага. Для этого берем желтый, так, и добавляю сюда к желтому красный. Ага. У меня из-за студия называется «Колорит». У меня дети приходят учиться рисовать. Так, давайте возьмем другую губку. И ну, губка из поролона. И сейчас попробуем делать такие штампики. И совершенно в разных направлениях, хаотично. Ну так вот, ветер, такой. да, Да. легкий ветерок, и у нас такой листопад получился. Так, и по ходу надо смотреть, где можно добавить, чтобы рисунок у нас красивый получился, да? Ой. То есть можно, допустим, вот с помощью таких штампиков украсить еще и какую-то одежду, например, Да. футболки какие-то, да? Да, можно. Ведь
Вот. Домашнюю одежду. Айталина Ивановна, как долго будет сохнуть наша краска? Ага. Наша краска где-то 24 часа точно сохнет. Ага. А потом проутюжить нужно через марлю ткань, и все можно использовать. То есть, допустим, если мы попадем под дождь, допустим, ну, промокнет у нас эта сумочка, и этот рисунок, он у нас никак не поплывет, не запачкает, ничего, да? Все То есть уже все останется. Там можно даже стирать. Мы Да, стираем. а стирки выдерживает эта краска, да? да. В стиральной машине, допустим, это можно сделать, да? Можно, наверное, так-то не отходит. А рисунки, например, допустим, они зависят, конечно, вот то, что вот вы наносите. В данном случае мы наносим листочки. Можно сделать любой абсолютно рисунок, да? Можно сделать любой рисунок. Ну, то есть вот то, что я сделала, вот это яблочко, достаточно, ну, так это, ну, сложновато как бы для меня, да, было. Ну, то есть если я потренируюсь, в принципе, Да, можно яблочки вообще делать. вырезать И вот любые. на этой картошке, ну, наверное, любой рисунок какой-то. Ваши дети что любят вырезать и какие они предлагают штампы? Ну, так-то мы пробовали такие листья только, пробовали. А так мы просто рисуем красками. А вы можете еще показать, как вы наносите, допустим, вот кисточкой какие-то узоры? Узору сюда же, да? Так, можно соединить же эти листочки как-то. Давайте сейчас попробуем. Но только сейчас еще добавлю чуть-чуть. Красочки, да? Краски. И давайте сейчас. Так, водичка нам нужна, чтобы очистить кисточку. Да, и хорошенько нужно Промокнуть ее. высушить. Высушить, да, тряпочкой протереть, чтобы она это. Если будет мокрая, то расплывется на ткани краска, поэтому должна быть сухая. И можно соединить вот стебельки сделать. Давайте. Так, мы возьмем, каким цветом-то можно сделать? Давайте желтый. Желтым соединим. Вот так вот. Айталина Ивановна, да, вот. И стебельки тут тоже можно сделать. То есть мы просто их вот слегка обозначим. Да. Потому что издалека это будет смотреться, ну, как все великое, видится издалека. Очень даже красиво. Ну, можно добавить еще листья потом. То есть, в общем-то, вот эта краска акриловая, да, в любом магазине она у нас продается. Можно это приобрести, можно по интернету приобрести, да? И можно украсить любое изделие. Любую одежду. Любую одежду. Ну, одежда должна быть такой вот гладко, скажем так, ну, гладенькой, да? Или плотной. Главное, чтобы она плотненькая была, да? Плотненькая То есть была. это трикотажные футболки какие-то, да? Рубашки какие-то. Да, можно. Вот такой рисунок, да? Ну, замечательно, очень красивая получилась у нас, так сказать, лицевая сторона нашей сумочки. Мы ее нигде ни с кем не перепутаем. Это будет вот действительно наше изделие. Вот. И это очень радостная такая как бы вещь. Ну, имейте в виду, вот украшать такого рода техникой любую одежду, это, ну, хороший такой замечательный навык. И мне вот как показалось, да, используя картофель, можно совершенно включить свою фантазию и выполнять штампики абсолютно любой конфигурации,
любой узор. Опять-таки можно отточить свое мастерство, используя при этом мешок картошки, например. Но добиться, допустим, какого-то такого мастерства, наделать штампиков. А если, допустим, вот этот штампик у нас высохнет, ну, можем мы его использовать Да, многократно? Можно, конечно. Можно. Вот. И тогда он будет еще более таким вот плотненьким, такой, как немножко если не окаменеет. сильно долго, да? Если сильно долго, наверное, это высохнет. Испортится, высохнет. Мгм. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы и познакомились с еще одной интересной техникой украшения своей одежды или, быть может, вот, изделий для бытовых нужд с помощью штампов. Желаем вам успехов, оставайтесь с нами.